Василий Егорович, вот завершается наша поездка в Австралию, город Брисбен, знакомство с семейным архивом архипелага Афанасьевича Рязанского. И для вас это в какой-то мере завершение одного этапа вашей долголетней работы по поиску архивов истории якутской миграции. Вот как вы бы оценили сегодня результаты вашей работы? Ну, хотелось бы, конечно, большего, честно признаться. Но это дело я начал с 1993 года. Начал в Китае. И что удивительно, сегодня мы вот фактически, можно сказать, завершили эту работу выходцами из Китая. Как раз вот были два очень интересных человека, даже три, можно сказать, которые родились в Китае. Это вот, отец Гавриил Макаров, настоятель Свято-Николаевской церкви в Брисбене, Константин Дроздовский, он исследователь истории вот, русской миграции, и Сергей Павлович и при том очень хорошо они знают историю своей семьи, историю иммиграции. Как-то вот все это собралось в одну кучу. И, конечно, вот работа была очень долгой, очень скрупулезной, иногда с большими достижениями, иногда вообще работа впустую была. Когда вот работа пустая бывала, вот я, конечно, вот тогда страшно нервничал. И потом все-таки чуть-чуть немножко поумнел, видимо. И сразу понял, что вот отрицательный результат – это тоже результат. Вот там, где ты ничего не нашел, ты уже второй-третий раз туда возвращаться не будешь. Это, конечно, вот, успокаивало. И мы потихонечку вот начали искать следы якутских эмигрантов. Я последние сведения у меня было с 1946 годом, когда вот Аскрефедот Рязанский заполнил бланк иммигранта в Гонконге, в Шанхае. Больше ничего не было. Вот как раз вот на наше счастье вот, этим делом начал заниматься Владимир Рязанский. Он дальний родственник, у них вот предки были рязанские родственники. И, естественно, вот, у него тоже очень большая заинтересованность появилась. И ему огромная благодарность. Как человек очень скрупулезный, ученый, настырный, он нашел следы Аскрефедота Афанасьевича Рязанского через отца Гавриила, через невестку Рязанского Ирины Кольцей. И мы, конечно, вот, долгих 5 лет добились этого. И огромная благодарность, естественно, Евгении Исаевне Михайловой, президенту СВФУ. Это вот она поддержала эту поездку. И что удивительно, вот, две такие вот экспедиции, да? Первую экспедицию по скопированию фонда Михаила Зиновича Винокурова, таежник, организовал, согласовал и полностью вот, нашел финансирование Константин Сергеевич Николаев, это в 2008 году. Вот эту поездку все-таки вот очень даже, что меня очень даже обрадовало. Фактически тогда Константин Сергеевич работал в администрации президента и правительства Республики Саха. И сейчас вот в эту поездку большую часть, нагрузку все-таки взял на себя
Афанасий Иванович Владимиров, вот как раз он как бы исполняет обязанность тогдашнего Арсения Сергеевича, сейчас он руководитель администрации главы и правительства Республики Саха. Ну, конечно, вот и он очень большую вот, помощь оказал на нашей поездке. Австралия очень страна дорогая, перелеты очень дорогие, транспортные расходы, пребывание здесь очень дорогое. И, конечно, Австралия нам очень понравилась. Люди очень спокойные, культурные, интеллигентные, стараются чем-то вот помочь. Но, конечно, вот совершенно далеки от нашей истории, они совершенно не знают, кто такой якутский народ, чем она занимается, где живет, совершенно не знают. Но, тем не менее, вот они все-таки вот постарались помочь, чем могли. И, конечно, мы с их помощью все-таки вот нашли очень многое, о которых еще полностью еще рано говорить, думаю. Но мы своего стремления, своей силы, вот, за которой мы приехали, можно сказать, выполнили. Самое главное, мы поклонились на могиле, на месте упокоения нашего величайшего, можно сказать, теперь уже можно сказать, величайшего земляка, философа, ученого, журналиста, писателя Аскольда Афанасьевича Рязанского. Поклонились, там положили землю от родного Аласа. Думаю, что его душа тоже до сих пор не нашедшего упокоения, все-таки вот успокоилась и все-таки почувствовала, что мы перевезли для его души большой поклон от родной земли. И, конечно, вот будем для его родного народа, силами и для России, можно сказать, его философские труды, его работу, его мысли очень такие сильные, мудрые, умные, вот его мысли философские мы передадим российскому народу. Вот, Василий Егорович, ну, можно сказать, что надо вас поздравить с этим делом, завершением одного из этапов. И я думаю, что вы как раз поставили в некоторых вопросах точку, выяснили, уточнили даты и какие-то факты, да. Поэтому надеемся увидеть сборник документов, писем Аскольда Афанасьевича Рязанского. И вот ваша большая работа. Желаем успехов. Ну вот, можно сказать, все-таки вот я завершил первую часть своей работы. При том, все-таки вот у него пишет, что 350 статей у него напечатаны, да, это огромная работа. И вот наша сель, у нас в руках все-таки вот только вот некоторая часть этих работ. И вот наша вот обязанность, можно сказать, все-таки вот большую часть этой работы найти и донести до своего народа. И он все эти вот вещи писал на английском языке, и, естественно, на всех английских этих изданиях, на всех, в Англии, в Гонконге, в Америке, ну, кое-какие нашли даже вот в Гарварде статьи его. Конечно, вот это вот полностью надо будет, как получится, вот, искать, найти, переводить и все-таки вот Донести до народа. Довести. Это вторая часть, и при том очень, можно сказать, программа максимум. Вот тогда, если все, что мы можем перевести, донести, тогда будем себе успокоиться, мы свой долг перед Аскольдом Афанасьевичем, перед таким замечательным, умным человеком мы исполнили. Спасибо.